Другим темам сегодня в мире отмечается День больного. Дата призвана привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете. Однако не стоит забывать о тех, кто помогает лечить болезни или травмы, о врачах. Наш корреспондент Александр Лысак провел сегодня один день с работниками станции скорой помощи в Якутске. И сколько уже ребенок болеет? Вам или кому-то другому плохо, необходимо звонить в скорую помощь. Там вашу заявку обработают диспетчеры. Именно этот отдел распределяет вызовы по степени важности между бригадами врачей. В день у нас бывает до 500 и более вызовов. Особенно вот в настоящее время в связи с ростом вирусных заболеваний. Особенно много вызовов в часы, когда прекращает работать поликлиника. После 18 часов. Это ночная смена у нас. Все диспетчеры – это врачи. Они меняются посменно. Кто на вызов, кто принимать звонки. Оксана Жиркова работает в скорой помощи 11 лет. Женщина рассказывает, что когда люди на эмоциях, с ними тяжело разговаривать. Но чтобы получить необходимую информацию, которая поможет ускорить приезд помощи, приходится использовать крайние меры. Приходится иногда кричать на таких людей, чтобы успокаивались, чтобы данные дали конкретно, что нужно нам, требуется, чтобы обслужить вызов. После поступления и регистрации вызова диспетчеры передают его свободной бригаде. Итак, мы отправляемся с медиками на первый вызов. Включают сирены. А что случилось? Авария? В районе улицы Дзержинского произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. Пострадавшая пожилая женщина. Она была не пристегнутой. Во время столкновения ударилась головой об боковое стекло. Ясно. Так, тошнит? Нет, тошноты нет. Просто, Просто сердце бьется. Ну, может, я... Внезапно-то. Внезапно. С подозрением на черепно-мозговую травму женщину доставили в республиканскую больницу номер 2. Просто повезло, что она находилась, сидела в верхней одежде с головным убором. Несмотря на то, что разбилось даже стекло от удара, на голову разбилось стекло, серьезную травму она не получила. Ну, конечно, все покажет рентгенологическое обследование. Через некоторое время отправляемся на очередной вызов к новостройке на улице Аюнского. Как оказалось, трехлетний ребенок случайно наглотался таблеток, и из соображений этических и моральных норм мы не покажем лица ребенка, родителей, а также саму процедуру очищения желудка. Скажем только, что здесь врачи бригады скорой помощи справятся и без нас. Спустя 15 минут медики вышли из дома и сказали, что все обошлось. Еще через 10 минут выходит отец с двумя детьми. Один из них и отравился таблетками. В итоге везем семейство в детское отделение медцентра. Врачи отмечают, чтобы подобные случаи не происходили, нельзя оставлять детей без присмотра. На этом наша поездка с бригадой скорой помощи завершилась, тогда как у них впереди еще целая рабочая смена. Но медики об этом не думают. Для них главное – это здоровье больных. Оказывать помощь населению, радоваться своим результатам, радоваться то, что больному помогли, больной благодарный. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.